Жительница Бишкека Асель Джумалиева вместе с дочкой Мединой готовится к поступлению в первый класс. Сейчас они собрали все необходимые документы. Напомним, 8 апреля стартует онлайн-прием документов первоклассников. По словам бишкекчанки, разъяснительная кампания в их районе началась еще в январе. Но родительница хочет определить дочь в другую школу, поэтому ждет второго этапа записи. Еще в начале года специалисты из районного отдела образования рассказали нам, что нужно зайти на сайт Минобразования и изучить порядок поступления в первый класс. На сайте имеется доступная информация. Есть видеоролики с инструкцией. Конечно, надо готовиться заранее. Теперь ждем понедельника, когда начнется онлайн-прием. Прием первоклашек в школы начинается 8 апреля. Набор будет проводиться по старой системе в 2 этапа. Первый этап с 8 апреля по 2 июня. Второй этап начнется с 3 июня и продлится до 30 августа. Зачисления в первый класс бесплатные. Очень важно на первом этапе регистрировать своего ребенка по микроучастку, так как это прежде всего безопасность детей. Затем на втором этапе дается право выбора школы только в том случае, если там есть свободное место. Необходимо заранее подготовить следующие документы. Это свидетельство о рождении ребенка, обязательное наличие ПИН. Второй документ – это наличие паспорта одного из родителей. То есть регистрацию проводит или отец, или мать. Прием детей будет производиться по автоматизированной системе. Родителям необходимо записать ребенка в школу через данный сервис. Система каждый год улучшается и совершенствуется. Теперь у директоров нет никаких инструментов и рычагов для приема детей в школу по личному решению. Главная цель автоматизированной системы – снизить количество коррупционных схем при приеме детей в школы. Один только вопрос. Ребенок попадает в школу только вне системы. Значит, в этом замешана, возможно, будет школа, либо районное отделение образования. Но это легко выявляется. Других рычагов или инструментов ни у кого нету. Даже у меня нету доступа к системе. То есть никто не может. Система, она закрытая. По мнению профессора Канабека Усманалиева, при большом количестве детей в государственных учебных заведениях удобнее использовать технологии, такие как электронная очередь. При этом эксперт отмечает, что необходимо дорабатывать недостатки системы электронной записи, которые часто возмущают родителей. Электронная система подачи заявлений. Но другая беда, как мы исполняем это. Здесь на первый план выдвигается лобби со стороны заинтересованных чиновников местного значения, республиканского значения, потому что это же деньги, это же взятничество, это элементы, так сказать, коррупции, которые очень больно бьют, особенно в систему образования. Вот поэтому мое мнение такое принципиальное. Мы должны идти этим путем, минимизировать. Если электронная подача заявлений, все, других факторов не должно быть. По данным ведомства, технические специалисты работают 24 часа. Однако с началом кампании приема детей в школу могут быть небольшие сбои и зависания в течение нескольких минут. Все это из-за большого наплыва родителей, пытающихся зарегистрировать своих детей. Для дополнительной информации граждане могут позвонить по номеру 110 каждый день с 9 утра до 6 вечера. Еремей Куренкеев, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.